4 апреля 2025 года мы отмечаем столетие со дня рождения политического и государственного деятеля Гаврила Иосифовича Черяева. Разрешите представить вам наших гостей. Николай Андреевич Барамыгин, председатель Якутского регионального отделения общества Россия-Япония, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Павлов Василий Климович, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия, доктор философии. Вначале, ребята, мы вам всем предлагаем посмотреть видеоролик о Гавриле Иосифовиче Черяеве. Сақайрен салайбы жонтон барларыттан доғынағығар ұғынны көлеләбіт кехінен Гаврил Черяев болар. Кені уан әтті ұлыстата Сақайрынаға партияп комын салайбыта. Олихинда болуа, үләтін тімігі да жағылқай. Кені оңыр бұтынан едеспетінен біліңе дере туғана бұд. Гаврил Черяев федеральный клиникатта ықсайтыне олықта бұта. Ол үгіз ұсты көліктері бұхарарға түйі терек бол бұта. Сақайрын турусуларын болғойыр бол бұттыра. Оны дөйді министрлерін сәбетін бірістәтірі Алексей Косыгин онына госплан салаяшыта Николай Байбаков кірял дебіттара туғылур. Промышленный сайынырыға Черяев ураты көрілерін олыққа келдер біте. Өрістурике арқа соғыру оны кейін өттігер оңырын тағарыны сайынарарға ұлсыбыта. Промышленный сүләхеттері кейін сирттен келен вақтанан үлеліктерін тоқтотон манна лоқсияларға руслове тәрері хетеспіте. Ол туғыда қылғыз кемегер тұтылды бұд нерінгірі қорат болар. Миріне қоратқа 100 нөмірді қайына байытар фабрика тұтылды бұда. Айқал оны удачны жандай биттері. Удачныға алмаға суяр фабрика, сарылаққа қайына байытар комбинат бар бол бұттара. Оңырын тағарыны қатчер улақан от станциялара Жукускайға, нерінгірігі оны бөлітегі гәс үлігі келбеттері. Сақайрын соғыры түгер тас жоғы қосту комплекс өскәбіті. Бам тыында бір кәкет темір сула тұтылы бұта, оны Жукускайға дере ағалар үлі сағаламыта. Черяев салайыр кемегер бөлі қалыма өйіні соллара тұтылы бұттара. Туту үләтәті темір біте, улақан панеллағы жейлері тұтар хобот тәрелі біте, моқсоғылауққа цемені ұрар собот арылы бұта, Черяев лидер кемегер 530 тыңынчатан тақса кеге жейләмеді. Қотығы сертабақтарғар оны бұл жұттарғанан бөреліктер тұтылы бұттара, Тополинай, Оленегорскай, Андрюшкина, Золотинка онына абыйға үйін қая. Газ етіме күхіл сыртан Жукускайға тиетар тылы бұта, онтон салғы Покровскайға онына бәстәққа тейбіті. Сақайыргер олырыр үләхеттер қотығын абаққаны ылалары хетеспіті. Кірі қоқостар соққос бол бұттара, оның ты үләхет жона социалы өттінен көміскерлер бол бұттара, олықтырын тағама тұпсы бұта. Осколыға түрәбі тылынан үйретіне турулас бұта. Национальный сколларға нүтчалы үйретіне икеті күтті кәпсетен сақа тылынан үйреніне онынан қалылар бұта. Бұ кені омығын еннігер сүнкен үтөйті оннан сетихейті әті. Кені ийтен жүршіген тағармы салаячы жына Республикабетін өссі кейін сайттар артыққа үлтендер беттірі, өлбет сүлпер тыңна бұттыра. Спасибо. Итак, ребята, разрешите пригласить на эту сцену наших почетных гостей Василия Климовича Павлова и Николая Андреевича Барамыгина. Пожалуйста. Добрый день. У меня где-то 20 минут, потом 20 минут будет Николай Андреевич рассказывать. Значит, столетие Черяева Гаврила Иосифовича. Сперва, на самом деле, я себя представлюсь, да, кстати, поэтому следующий слайд. Да, это я. Значит, когда мне было 14 лет, 15 лет я закончил школу, да, кстати, и поступил в Московский государственный университет. Но до этого, еще когда мне было 11 лет, я уже начал ездить в Москву каждое лето. И познакомился с этим интересным человеком, Израилем Моисеевичем Гельфандом, который руководил тогда Институтом проблем передачи информации. Я у него каждое лето работал в лаборатории нейрофизиологии, которая у него тоже один из таких научных интересов. Да, кстати. То есть
И, ну, нацелен был на то, чтобы поступить в МГУ, и, значит, начал очень рано, да, так сказать, этим заниматься, потому что я цель себе поставил как раз в свой университет, я выбрал еще до того, как я пошел в первый класс. Да. Так что всегда советую выбирать раньше. Очень плохо оставлять напоследок, как говорится, выбор своего университета. Специальность или направленно надо к этому идти. Соответственно, значит, что у меня было, да? Sorry. Да, вот это я отлично закончил университет, наверху научную работу, которую я сделал, да, кстати. Ну, имеется в виду своя дипломная работа. На третьем курсе я уехал за границу учиться в Англию, да, кстати, потому что я уже защитился своей дипломной на третьем курсе, да, кстати. Так что, значит, как говорится, goodbye, да, кстати, welcome to the United Kingdom, да, кстати. Я приехал в Шеффильдский университет, начал там учиться, потом, значит, Кембридж у меня был, потом был Лидский университет, научная работа внизу, вся научная работа, да, так сказать. Потом я преподавал долго. Здесь картинка моя, когда я докторскую защитил, да, так сказать, и мне дали мантию, все было красиво, и 3 человека сзади, это мои студенты-дипломники, да, так сказать, которых я руководил научными работами. Значит, получил первую PhD среди якутских людей, да, в 1993 году. Значит, был помощником нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Потом работал за границей в Штатах, вице-президентом компании Distinctive Device. Это насдаковская компания в то время была. Я был, значит, по научной части там, да, кстати. Потом был Chief Scientific Officer в частной компании, которая называется Combine International в Мичигане. Потом открыл свою компанию, Алмаз Нюрбе этим занимался. Был потом помощником Михаила Ефимовича, когда он был руководителем у нас Совета Федерации, заместителем председателя Совета Федерации, и когда он был членом нашей Государственной Думы. Значит, что касается Гавриила Иосифовича, да, кстати, я с ним встречался несколько раз лично, да, когда я был маленьким ребенком, когда он приезжал в нашу деревню, он у нас останавливался. Было очень дружеские отношения с моим дедушкой. Мой дедушка был, скажем так, вождем племени, реальным вождем, да, кстати, называется, люди, племя называется Хоро, и он был харинским вождем, да, кстати. И Гавриил Иосифович тоже принадлежит этому племени, да, кстати, и ему было очень приятно у нас находиться, останавливаться у нас, да, кстати. Он очень многие дружеские беседовал с дедушкой, да, кстати, был его как бы таким очень хорошим собеседником, надо сказать, другом. Когда я оказался в Якутске, поступил в школу здесь, школа номер 2, значит, это тогда была очень редкая школа, на якутском языке там преподавали, да, кстати, в основном. И я оказался в такой якутскоязычной школе с 1 класса по 3, и с 1 класса как раз, значит, мой дедушка повел прямо на работу к Гавриилу Иосифовичу. И я этот момент очень хорошо запомнил. Почему? Что может вот увлечь маленького ребенка, да, так сказать, школьника, первоклассника, да? Что может быть такое важное? Короче, когда мы зашли в его кабинет, кабинет оказался очень большим, это на 3-м этаже же, да, кабинет? Да, на 3-м этаже кабинет белого здания, который называется ДП-2. И он сразу вот подошел, сразу вот мы зашли, он сразу подошел, и мне он показался очень высоким, да, кстати, человеком. И он прямо так вот согнулся и притронулся, у меня ботинки были, да, до моих ботинок, вот так, и потом вот так сделал. И говорит, вырасти таким большим. И поклонился. И так было это приятно, это такое вот очень какое-то древнее приветствие детям, да, так сказать. И он сразу же мне дал разные подарки и книги на немецком языке. Мне это очень понравилось, потому что я очень любил разные сказки читать. Да, это были сказки братьев Гримм на немецком языке. Он специально для меня приготовил и сказал, чтобы я очень внимательно учился и, самое главное, выучил немецкий язык. Это очень важно, говорит, да, научись
говорить на немецком языке, потому что это язык науки. Вы уже, говорит, будете ученым, я так знаю, да, что хотите в МГУ поступить, но надо хотя бы начать, говорит, с языка, да, немецкого. Потом он привел в маленькую свой кабинет небольшой, и там оказалось очень много конфет. Он для меня специально припас много конфет, да, так сказать, и он это все оставил и говорит, вот это все тебе. Да, так сказать, вот нужно вот покушать, говорит, это запас на зиму, говорит, вот так. И это было очень такое радостное событие, и мне это очень понравилось. Потом, в следующий раз я с ним встретился в Москве в 1981 году, летом я с дедушкой был в Москве, и мы останавливались в гостинице «Москва». Да, и он также там был, гостиница «Москва», самая интересная, и он повел меня в парикмахерскую. Да, там была парикмахерша по имени Яснопольская Галина Александровна, и он меня познакомил со своей парикмахершей. Говорит, вот это моя парикмахерша, потому что я всегда волосы свои стригу у нее. Я все время в Москве очень часто, и мне вот, у меня есть, собственно, свой парикмахер, Яснопольская. Вот это была очень старая женщина, и она даже помнила царские времена, да, так сказать, и она очень интересно рассказывала. Короче, потом, после того, как я стал студентом, я стал ходить к ней постоянно, она до очень преклонного возраста была парикмахершей гостиницы «Москва». Вот такая интересная история. Потом мы посетили также вместе с ним только что открывшийся тогда значит, музей-дом, квартира-музей Тургенева на Остоженке. И мне тогда вот потрясло то, что там были такие удивительно красивые картины родителей, отца и матери Тургенева, да, и еще князя Вяземского, да, насколько красиво люди тогда могли рисовать, да, и в это время, значит, еще меня поразило то, что Гавриил Иосифович мог очень много цитировать интересных, значит, цитаты такие давать, да, есть Тургенева произведения, да, очень много интересно. Плюс он много знал стихов, да, у него память была абсолютно великолепная. Ну и сейчас можно сказать, что вот он также был ученым, да, вот он был кандидатом экономических наук, и у него очень интересная тема. Для того, чтобы развивать Якутию, да, он сделал научную работу также, да, это очень важно. И вот его научная работа называлась «Экономические проблемы формирования Алдан-Чульман-Будаканского территориального, ТПК называется, территориально-производственного комплекса». Научным руководителем был академик Абель Агенбегян. Да, это очень известный человек. Тогда академика Агенбегяна не очень сильно знали в стране, и в то время он, значит, публиковал журнал «Эко». Это очень известный журнал, но этот журнал был такой очень странный, потому что все время в газетах, радио в то время говорили, что наша страна вообще совершенно превосходная, экономика супер замечательная, а когда ты открывал журнал «Эко», там было сказано «все плохо», все рушится, и конец очень близок, да, экономический коллапс близок. Я был потрясен этим журналом, и этот журнал возглавлял, как раз был главным редактором академика Агенбегян. И вот этот человек был научным руководителем, значит, Гавриила Иосифовича. Невероятно умный, интересный человек, поэтому если вам доведется прочитать статью Гавриила Иосифовича в этом журнале, это очень я вам советую. Можно, наверное, начать с тех слайдов, которые про его жизнь. Да, можно, да? Пожалуйста. Вот столько раз было сделано им. Можете другие вот слайды показать, которые подготовлены для этого урока? Вот, да. Сейчас вот сделаем. Тут есть очень официальные слайды, их много, да, и мы быстро пролистаем их, посмотрим, да, кем он был на самом-то деле. Вот господин Черяев, товарищ Черяев, да, Гавриил Иосифович. Значит, чем он занимался, кем он был. Самое интересное, да, так сказать, у него было абсолютно такое незаконченное образование на самом-то деле, да, так сказать. Дело в том, что он прошел 3-месячные курсы учителей в городе Якутске. Представляете, вот он школу закончил где-то, да, так сказать, и 3 месяца в каких-то курсах был, потом он стал учителем. Да, такое тоже бывает. У меня дядя, да, так сказать, после 8 класса поступил в университет.
то время возможно было, да, кстати. Или другой вот дядя, 5 классов он закончил, да, потом стал директором школы. Такое тоже может быть, да, кстати. Такое бывает раньше. Но сейчас нужно много учиться, да, много еще знать, поэтому те золотые времена ушли, да. Значит, потом в 43-м году как раз он ушел в армию служить на войну. В Монголии это все было, да, кстати, он реально участвовал в боевых, значит, действиях, Порт-Артур и прочее, это в Китае против Квантунской армии, это японская армия была. После этого он долго, еще до 50-го года был в армии. На самом-то деле это армейский человек, а когда он был в армии, он закончил заочно Институт марксизма-ленинизма. Это очень тоже такое важное учреждение в то время, в советское время, да, которое дало возможность ему потом заниматься интересными вещами, имеется в виду руководить целой республикой и дальше. Вот это его отец, да, кстати, он сам в детстве, свидетельство о рождении, когда он родился, мама, она моя родственница, значит, отец тоже, вот видно, да, кстати, очень похож на мою маму, да, видишь, ну, да, сестра получается, да, его первая статья на якутском языке, он когда еще школьником любил писать, значит, стал учителем, потом он также научился в курсах военруков, это очень важная тема, потом он служил, был солдатом, такой красивый молодой солдат, да, кстати, очень собранный, всегда чисто одетый, за собой очень сильно ухаживал, со своими друзьями всегда был четкий, да, кстати, он, вот если с ним разговаривать, да, кстати, у него был невероятно красивый такой русский язык, да, кстати, он умел это все красиво очень оформлять язык, да, кстати, как-то вот использовать очень хорошие обороты, и у него был невероятно красивый акцент. Мне он очень нравился, он сказал, что это такой санкт-петербургский или ленинградский акцент, что надо говорить не что, а что, да, вот типа так. Это правильно, он так говорит. Да, был в армии, значит, его письма, комсомольский билет, он был комсомольцем, военный билет, он был солдатом, офицером, возглавлял интендантскую службу. Да, очень важно в армии иметь интендантскую службу. Да. Потом, значит, марксизма-ленинизма институт закончил, что тоже очень важно. Да, после этого, значит, по состоянию здоровья был отчислен из армии, вернулся со своей женой, здесь фотография, жена из Тамбовской области. Много было из Тамбовской области, в Якутии, молодых девушек, которые приехали здесь учителями, учительницы, да, ну, для начальных классов как раз, да, и прочее. Вот у нас в деревне несколько человек из Тамбовской области, девушек приехало, они потом женились и прочее, остались там. Такая же история. Вот полная семья, 2 девочки и мальчик. Да, кстати, у него очень большая библиотека была, мне вот нравится это говорить, да, кстати, это библиотека, где у него были, значит, книги, подписанные знаменитыми людьми, например, Чингис Айтматов, видите, да, кстати, замечательный вот писатель, очень советую вам прочитать его. Потом он стал как раз со своей семьей, дети, значит, был в Министерстве образования, он замминистра, потом, значит, вот он сидит, когда еще был замминистра образования, значит, и потом уже стал, как говорится, первым секретарем, то есть главным руководителем, главным человеком, первым человеком в республике. И в это время он очень много чего сделал, да, кстати, например, в городе Якутске есть много институтов, да, вы знаете. Кто знает институт геологии, где есть, да, знаете, да, институт биологии, да, институт региональной экономики, само здание и прочее. Все эти институты созданы космофизики и плюс институт, значит, горного, ну, я уже сказал это, да, все они созданы благодаря усилиям Гавриила Иосифовича. Он очень много добивался всего этого, и целая улица, вот как раз наш проспект Ленина, да, кстати, это вот практически научный проспект, да, кстати, идея была такая, чтобы здесь был создан невероятно сильный научный такой центр, да, кстати, только так можно дальше развиваться. Его мечтой было создать здесь, в Якутске, вычислительный центр.
Да, так сказать. То есть он думал, что очень можно здесь заняться компьютерами, вычислительными техникой, да, разной, создавать там программирование и прочее, чтобы наша республика, ее центр стал таким мощным, вычислительным как раз, ну, науку создавать в области актуарных наук, в области, значит, математики и прочее. Значит, очень много вот таких фотографий, которые как раз про институты, да, кстати, и прочее. Но самое основное это то, что он сделал, что связано с развитием Якутии, да, ее индустриальной базой. До этого было очень трудно все это сделать, но он сумел это сделать. И в 1965 году, как только он стал первым секретарем, он первую поездку сделал за границу в Германию. Да? Для чего он поехал в Германию? У него была очень даже интересная миссия. Во-первых, он встречался с разными строительными компаниями. Одна из самых важных тем развития, да, это было значит, строительство театра оперы и балета. Вы знаете, что театр оперы и балета строили немцы у нас. Да, так сказать, ну, ее, значит, весь дизайн и прочее, да, это германский, да, так сказать, проект. Потом, значит, он тогда договаривался, встретился как раз с представителями компании Поленский-Зольнер из Австрии, Германии, да, так сказать, из города Дрездена, и договорился с ними, что надо вот развивать так называемый медицинский центр, который мы получили уже в 92 году и прочее, да, так сказать. Это настолько длинный был проект. До 1965 года он уже думал о том, чтобы немецкие архитекторы у нас в городе Якутске спроектировали медицинский центр. Это вообще феноменально. И еще самое удивительное, да, так сказать, он уже тогда сумел договориться, понять, что нам нужны два, значит, роскошных лайнера для поездок по Поленским столбам и обратно. Мы сейчас пользуемся. Демьян Бедный, вы знаете, да, так сказать. А другой, как он называется? Да, Демьян Бедный, какой еще? Светлов, да. Михаил Светлов, вот. Да. И получается, что их же построили в Австрии, эти корабли, да, так сказать. И каким-то образом их привезли сюда. Это же целая история огромная, да, так сказать, как это все сделать. И это все было сделано как раз вот усилиями Гавриила Иосифовича. Ну вот сейчас я хочу передать как раз слово моему коллеге Николаю Андреевичу. Пожалуйста, Николай Андреевич. Ну, дальше будем смотреть презентацию, а я немного сменю тему. Вот этот самый, ну, как уже сказали, я возглавляю Якутское региональное отделение общества Россия-Япония. Занимаюсь развитием связей с Японией с 1991 года. То есть уже 34 года моей жизни я работаю с Японией. И в 2020 году министр иностранных дел Японии от имени правительства Японии мне вручил почетную грамоту министра иностранных дел за вклад в развитие российско-японских связей. Вот. И здесь Гавриил Иосифович пользовался огромным авторитетом не только в республике, но и в соседних регионах. Вот кто знает слово «бам»? Бам. Молодежь, бам. Взрыв. Еще раз, бам. Взрыв, говорят. А? Взрыв, говорят. Нет, это не взрыв. Вот это Байкало-Амурская... Что? Магистраль. Да, учителя хорошо знают географию, а вы что-то не знаете слова «бам». Хотя интересные люди. Вот, вот этот бам не заходит в республику. Ага. Он проходит рядом. И вот когда проводили всесоюзную, это была всесоюзная стройка, и когда проводили штаб по строительству БАМа, да, то этот штаб часто проводили в Якутии, где эта железная дорога не проходит. Потому что Гавриил Иосифович пользовался огромным авторитетом среди руководителей соседних регионов. Вот. Ага. Вот, и здесь, видите, вот. И дальше, да,
в 1967 году начались прямые экономические связи Японии и Советского Союза. Было заключено 9 межправительственных соглашений по сотрудничеству с Японией, и 6 из этих соглашений были напрямую связаны с республикой Саха-Якутия. Вот, как уже сказали, вот нефть и газ в республике были обнаружены во время советской власти согласно совместного японо-американо-советского проекта, который назывался «Якутский природный газ». И для того, чтобы искать газ, так как у нас техника была не совсем продвинутая, поэтому, чтобы провести геофизику, взрывали атомные бомбы под землей на территории республики Саха-Якутия. То есть, получается, для того, чтобы найти нефть, взрывали 12 атомных бомб у нас на территории. Ну, такое время было. Вот, и этот проект, вот эта труба, да, на Японию должна была пройти в начале 80-х годов. И вот этот проект был заморожен по политическим причинам, потому что в 1979 году Советский Союз что сделал? Советский Союз по приглашению афганского народа в рамках оказания интернациональной помощи захватил Афганистан по просьбам трудящихся. Вот из-за этого американская и японская сторона прекратили сотрудничество с Советским Союзом. Так, потом вот город Нерингри, уже было сказано, да, что город Нерингри построен благодаря Гаврилу Иосифовичу Теряеву. Деньги на строительство города Нерингри и освоение угольных месторождений, да, были выделены Японией согласно межправительственного соглашения развития южно-якутских каменных углей. И железная дорога в Якутию от магистрали БАМ, которую вы думаете это взрыв, да, это была построена тоже на японские деньги. Вот, также для того, чтобы вывозить этот уголь, вот, кто знает город Восточный, порт Восточный, где находится? Никто не знает, наверное, да? Приморский край, кто знает? Вот поднимите руки, кто знает Приморский край? Вот 3, 4. Остальные не знаете, что ли, Приморский край где он? Вот где Приморский край, это рядом, где столица Владивосток. От Владивосток, кто знает? Вот видите, вот это как-то больше, чем 3, которые знают Приморский край, да? Вот и рядом с Владивостоком находится город Находка, где был построен порт Восточный для вывоза наших углей. Тоже за счет японских инвестиций. Вот, и этот самый, также при советской власти из Якутии вывозили 200 тысяч кубов лесоматериалов из порта Тикси. И было заключено 3 межправсоглашения, КС назывались, по экспорту якутских, дальневосточного леса в Японию. Вот. И остальные соглашения, да, с Японией, которые не касались республики, это нефть и газ на Сахалине и вывоз щепы из Приморского края, которые вы знаете, да, Приморский край. То есть это то, что к Якутии не относится. Все остальные соглашения напрямую связаны с республикой Саха-Якутия. Вот. И это был очень крупный человек, который мог влиять вот на внешнеэкономическую политику Союза СССР. Вот. И наш первый президент Михаил Ефимович Николаев, я тоже работал у Михаила Ефимовича Николаева, вот до его смерти последние 3 года я был помощником Михаила Ефимовича. Вот. И он очень уважал Гаврила Иосифовича, потому что Михаил Ефимович тоже начинал свою работу в
качестве первого секретаря райкома комсомола в Жиганском улусе, да, то есть он начинал во времена Чиряева. И Чиряев его направлял на обучение в высшую школу в Москву, вот, и сделал его первым секретарем райкома, сделал его министром сельского хозяйства. То есть карьера Михаила Ефимовича была построена в годы работы Гаврила Иосифовича во главе республики. Вот. И что касается связей с Японией, я хотел бы сказать, что вот благодаря тому, что республика имеет, да, экспортные товары, то есть мы активно развивались. Вот что мы поставляем за границу, да? Кто знает? Кто знает? Что республика экспортирует за границу? Алмаз. Газ. Правильно. Как называется трубопровод? Сила Сибири. Подсказка. Сила Сибири. Сибири. Правильно. Это кто сказал Сибири? Молодец. Ага, так. Еще что экспортируем? Нефть кто сказал? Кто-то сказал нефть с этой стороны. Ага. Вот нефть по какому трубопроводу идет? Аббревиатура ВСТО. Восточная Сибирь. А ТО что значит? Но Японское море знаете? Да. А к какому океану относится? Тихий. Кто-то сказал Тихий. Правильно, молодцы. Ага, Тихий океан. Восточная Сибирь, Тихий океан. Это все благодаря Гаврилу Иосифовичу. Потом, как я уже сказал, мы экспортируем что? Уголь. Правильно? Вот. И, к сожалению, лес мы сейчас не продаем. Наш лес что делает каждый год? Горит. А? Горит. Правильно. Ага. И что надо делать по уму? Надо его рубить и вывозить за границу и зарабатывать на этом что? Деньги. Деньги, валюту надо зарабатывать, правильно? Вот. И также, как уже сказали, он внес большой вклад в развитие алмазной промышленности. И республика продает что? Алмазы. Правильно. Это учителя говорят. Видите, какие у вас грамотные учителя, хорошо знают не только географию, но и экономику. Ребята, так, все, сейчас мы добьем до конца. Вот первый поезд в Якутию, 76 год, как я уже сказал. Так, вот Якутский научный центр. Ага. Здесь вот академики. Да, Лаврентьев, руководитель Сибирского отделения Академии наук СССР. Вот конференция по мерзлотоведению. Кто знает, сколько глубина вечной мерзлоты под Якутском? 400 метров и больше. То есть, представляете, мы живем на льду, который тает. Сколько тает вот наша вечная мерзлота летом? На какую глубину тает? Сантиметр. Всего на 1,5 метра. А потом вечная мерзлота. И мы должны молиться, чтобы она не растаяла. Если вечная мерзлота растает на глубину 400 метров, тогда что будет? Провалиться в землю. Да, тогда здесь будет болото, потому что река Лена рядом, правильно? Ага. Вот. Ага, это в 80-м году, как уже было сказано, он ушел от нас в 82-м году. Вот за 2 года до его кончины в Москве на Красной площади. Кто был в Москве на Красной площади? Хоть большинство было. Ага. Вот. Все-таки вот очень хорошо, что сейчас есть субсидированные билеты для детей, да, и вы можете недорого покупать и ездить. Потому что вот предыдущее поколение, да, где-то лет 15 назад, да, они не имели такой возможности, потому что ездили по полным билетам. Помните? Вот так.
И у меня сын вот в детстве, он был 5 раз в Китае и ни разу не был в Москве. Да, потому что было дорого и это. Вот, ну все, давайте вопросы к нам, наверное, да? Мы будем пытаться отвечать на ваши сложные вопросы. Ага. Да. Ну вот я немножко скажу еще, да, что когда вот Гавриил Иосифович руководил республикой, тогда только мы могли ощутить и понять, насколько богатая эта земля. Да, много нефти, газа, золота, алмазов, да, так сказать, они абсолютно на первом уровне. Да, так сказать, если вот взять все мировые запасы, то в Якутии оказывается очень много всего. Такое же большое количество нефти и газа, как где вот сейчас Нижневартовский, там Самотлорское, да, месторождение и прочее. И при том уголь очень высокого качества, коксующийся уголь. Он нужен для сталелитейной промышленности, для того, чтобы как раз выплавлять сталь очень высокого качества. То, что вот японцы очень любят, да, кстати, их индустрия требует стали очень высокого качества. И все эти вопросы, также у нас большое количество олова, сюрьмы, редкоземельных металлов, которых вообще в мире очень мало на самом-то деле. Мы даже не знаем, как ими пользоваться, как их на самом-то деле выделять. Это очень сложные технические, технологические вопросы. Вольфрам, молибден, все очень сложные такие металлы, которые встречаются в природе очень редко. Одно, чего стоит там Торское, да, месторождение, так много всего в одном месте оказалось. И действительно, надо сказать, что это все понимал очень хорошо Гавриил Иосифович, и он создал здесь, в Якутии, невероятные центры роста. Вот недалеко от того места, где я родился, да, кстати, находилась так называемая Амакинская экспедиция. Я вот еще ребенком где-то вот побывал, да, кстати, рядом с этим местом, с Амакинской экспедицией, я был потрясен, столько много вертолетов там было, да, кстати, они просто огромные вертолеты взлетали, земля содрогалась, так много техники было туда согнано, так много народу работало, это было абсолютно потрясающе. Сейчас-то у нас тайга на самом-то деле не такая, скажем, ну, не такая громкое место, скажем, или место, где вот так много можно техники увидеть, да, а в советское время это было абсолютно потрясающе, да, кстати, везде ходили геологи, вдруг неожиданно в тайге вы ну просто вот находитесь в тайге, вдруг неожиданно из леса выходит какой-то человек европейской внешности, да, кстати, абсолютно сумасшедшим таким видом, да, кстати, и при том он выходит не один, а их много, да, и ты сразу говоришь, либо выйдет медведь или геологи. Понимаете, да? Вот такая история. Потому что они невероятно трудолюбивые и выносливые люди, они меня потрясали, да, кстати. Могли что угодно делать, там копать и прочее, что-то делать зимой, там невероятные морозы, это было абсолютно страшно. И потом Гавриил Иосифович сумел в Якутск привести в одно время то ли 7 союзных министров, во главе еще с председателем правительства самым Косыгиным. Да, кстати, ну это же вообще потрясающее дело, да, кстати. И он здесь, в Якутске, несколько дней они работали, да, кстати, и работали, обсуждали, как дальше развивать Якутию. Это очень большое событие. И моя мать очень хорошо это помнит, да, кстати, как в Якутск привозили тогда из Узбекистана помидоры, чтобы накормить этих людей, да, кстати, помидоры и, значит, там были еще огурцы, там какие-то еще фрукты. В то время вообще этого не было. И это было очень таким большим событием, что люди говорили, я же увидел помидоры, да, зимой привезли помидоры, это же вообще поразительно. И это действительно было так, да, кстати, что Гавриил Иосифович мог договориться, привезти сюда, значит, чтобы накормить этих важных людей, гостей фруктами, да, кстати, в то время, когда они здесь были, да, кстати. Это вообще поразительная вещь, да, кстати. Никто их не видел, эти овощи, да, а тут спокойно их привезли. И вот об этом вся республика говорила, да, кстати, что вот так вот было.
И результатом оказалось то, что здесь стали очень много строить, и очень много денег как раз инвестировано было, большое количество. Сюда приезжали со всего Союза люди, да, получали там зарплату, собирали денег, там 60 тысяч больше, да, на эти деньги можно было купить там десятки домов, да, квартир себе в Москве и в других местах. Это вот просто невероятные, значит, такие инвестиции были в людей, там, да, кстати, в работников. Это сейчас вот понять это трудно, да, но в то время это было просто невероятные такие, значит, достижения, да, или невероятные, скажем, ну, для нас в то время это было просто фантастическое событие. И кроме этого, значит, Гавриил Иосифович сделал очень важную вещь. Дело в том, что в Якутии большинство людей не имело даже паспортов. Да, ни у кого на руках, а большое количество людей не было паспортов вообще. И многие люди работали в так называемых коллективных хозяйствах, колхозы. Да? И когда они уходили на пенсию, они получали пенсию 28 рублей на руки. Да, так сказать. Это абсолютно маленькие деньги. Это невозможно на эти деньги что-то делать. Да, так сказать. И что сделал Гавриил Иосифович? Он все эти хозяйства сделал другого статуса, он значит, изменил их, сделал их так называемыми советскими хозяйствами, когда люди получали зарплату как рабочие, да, так сказать, как работники. И это очень сильно помогло людям. И самое главное, люди получили впервые паспорта. Они могли куда-то ездить, да, так сказать. И очень сложные времена были. Никто из Якутии не мог просто так выехать, да, так сказать, без паспортов. А тут оказались вот в таком состоянии. И что самое еще важное, да, так сказать, мы все время гордимся нашими великими писателями. Кулаковский, да, так сказать, Алексей Кулаковский, там, Аюнский, да, так сказать, очень многими известными людьми. И я помню абсолютно, да, так сказать, когда я был маленьким, они были запрещены. Буквально запрещено. Нигде не было книг этих людей, потому что их считали врагами народа. Да, так сказать, их книги были запрещены. У нас дома были полное собрание сочинений этих авторов, да, так сказать, и мне говорили, значит, дедушка мой, да, очень аккуратно, никому не рассказывай, что у нас такие книги есть, это очень опасно, потому что за это вы можете поплатиться. Но что сделал Гавриил Иосифович? Он их реабилитировал, он вернул эти имена, вернул наших героев, да, так сказать, того же Платона Юнского, да, так сказать, Максима Кировича Амосова, всех этих знаменитых людей, он, и самое главное, Кулаковского, да, так сказать, которого считали тогда вообще каким-то злым гением, да, так сказать, который то работал против всего государства, да, так сказать, но он-то все по-другому сделал. И я помню, и моя семья, да, так сказать, очень тяжелом состоянии была, потому что и дедушка по матери, и по отцу, они оба были руководителями повстанческого движения против советской власти, организовывали людей, там, прочее, да, так сказать, и им тоже было трудно, да, но Гавриил Иосифович, благодаря вот его политике, все было реабилитировано, да, так сказать, и люди могли что-то сделать. Вот я это очень хорошо помню, что можно было не даже мечтать о том, что вы поступите в университет, потому что вас не принимали в комсомол, как потомка, например, значит, врага народа и прочее. Такое было время, да, так сказать, очень сложное. И сумел же все-таки Гавриил Иосифович очень много сделать, чтобы всем была дана возможность, да, так сказать, что-то сделать, да, и самое главное быть человеком, стать гражданином этого общества, что очень важно. И также хочу сказать, да, в городе Якутске в то время, да, так сказать, были тоже очень такие сложные времена, да, так сказать, особенно с нашим университетом, что связано, да, так сказать. Тут были какие-то хулиганские акции, да, так сказать, 81 года и прочее, 79 года. Но Гавриил Иосифович, благодаря своей мудрости, да, это все остановил. Вот поэтому я считаю, что это был супер мудрый человек, который помог развитию нашей республики, и мы ему должны быть очень благодарны. Спасибо большое. Ну, ребята, спасибо за внимание. Я думаю, многие дослушали. Так, что-то запомните. Ага. И главное, вот сегодня исполняется 100 лет Гаврилу Иосифовичу Чиряеву.